Правительство России одобрило продление моратория на банкротство до начала января для компаний и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, соответствующее постановление подготовлено. Также Мишустин подчеркнул, что такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств. Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества или прекращения деятельности, а значит восстановить свой бизнес, сказал премьер. Мораторий не допускает введения процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращения взыскания на заложенное имущество, а также приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория. Госдума отказалась принимать законопроект о возврате россиянам советских вкладов в Сбербанке. Соответствующий законопроект был отклонен в первом чтении. Документ был внесен в Нижнюю палату парламента в 2019 году. Он предусматривает восстановление действия принятого в 1996 году закона о базовой стоимости необходимого социального набора. Согласно ему, все сбережения советских граждан в Сбербанке должны быть конвертированы в специальный вид госдолга – целевые долговые обязательства. В 1996 году базовая стоимость одного необходимого социального набора была установлена на уровне 464 рублей СССР. Однако закон до сих пор не вступил в силу, что делает невозможным выплату гражданам числившихся за ними сбережений. Совокупный размер целевых долговых обязательств по курсу 2020 года составляет 45,5 триллионов рублей. Против выступил Комитет Госдумы по финансовому рынку. По его оценке, такие выплаты не были согласованы с бюджетной системой России. В итоге законопроект был отклонен, а действие закона 1996 года, до сих пор не вступившего в силу, заморожено как минимум до 2022 года. В России прекратил действовать запрет на импорт нефтепродуктов из-за рубежа. Таким образом, власти разрешили ввозить в страну бензин, который зачастую бывает дешевле топлива, продаваемого на внутреннем рынке. Запрет был введен 2 июня и распространялся на бензины, дизельное и судовое топливо иностранного производства. Срок действия был определен до 30 сентября, и правительство не стало его продлевать. Причина запрета заключалась в желании властей защитить отечественные нефтеперерабатывающие заводы от конкуренции в условиях низких цен на нефть и нефтепродукты из-за резкого снижения спроса. Снизившиеся мировые цены привели к тому, что нетбэк – это экспортная цена минус вывозная пошлина и расход на транспортировку – для российских компаний оказался ниже заранее определенной правительством на год вперед условной цены. Министерство экономического развития России совместно с Федеральной налоговой службой разработают критерии, которые позволят отличать самозанятых граждан от предпринимателей. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Глава ведомства подчеркнул, что это необходимо в том числе потому, что потом налоговая служба будет считать применением механизмов оптимизации. По его словам, также правительству предстоит решить вопрос о том, должны ли самозанятые, например, маркировать свой товар. Возникает тысяча этих нюансов, на которые надо давать ответ, если мы хотим, чтобы этот сектор развивался. А мы хотим, чтобы он развивался, потому что у нас по состоянию на начало сентября 1 миллион 150 тысяч самозанятых, отметил министр. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличить закупки алмазов в Гохран России в текущем году. Редакция первого чтения содержала лишь изменения в бюджетный кодекс, который включает с будущего года в бюджетную систему России бюджет муниципального округа по аналогии с бюджетом городского округа. Однако затем в документ во втором чтении при рассмотрении в Госдуме была внесена правительственная поправка, дающая Кабмину право увеличить в этом году закупки алмазов в Гохран. Поправка была подготовлена в целях исполнения поручения президента России после обращения главы Якутии Айсена Николаева, который предлагал увеличить закупки алмазов в Гохран в связи с тяжелым положением на мировом алмазном рынке и необходимостью поддержать производство в республике. Как заявили в Минфине, сумма закупок алмазов может достигать до $1 миллиарда.